Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президент Аслан Бжанев выступил с посланием к парламенту о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Церемония награждения врачей и медсестер за самоотверженную борьбу с COVID-19 состоялась в республиканской больнице в Сухуми. В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба Валентины Роганян на решение Гагарского районного суда от 23 марта 2022 года. Президент Аслан Бжанев выступил с посланием к Народному собранию. Глава государства рассказал о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики. В числе приглашенных гостей – руководители министерств и ведомств, представители судебной власти и прокуратуры, главы администрации районов и городов, представители районных и городских собраний, руководители государственных предприятий, общественные деятели, представители науки и образования, работники СМИ. Все подробности в репортаже Гугуцы, Вардания. Заседание сессии открыл спикер Лаша Ашуба. Прозвучал гимн Республики Абхазия. В послании президента нашли отражение основные направления деятельности исполнительной ветви власти в прошедшем году и планы работы в 2022 году. Глава государства объяснил, что ранее не представлял послание парламенту, поскольку страна столкнулась с пандемией коронавирусной инфекции, и все силы были направлены на борьбу с COVID-19. Президент рассказал о том, какие усилия были приняты в организации противостояния болезни, отметив, что коронавирусная инфекция стала серьезным вызовом для системы здравоохранения республики. В период с 2020 года по настоящее время со счет средств государственного бюджета было направлено 1 миллиард 18 миллионов рублей, в том числе на выплату дополнительной заработной платы медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, 282 миллиона рублей. Функционирование деятельности Гудаутской ЦРБ более 102 миллионов рублей. Ремонтно-восстановительные работы объектов системы здравоохранения 8 миллионов 800 тысяч рублей. Приобретение и поставку расходных материалов, медикаментов и медоборудования 533,5 миллиона рублей. Приобретение, доставку и подключение кислорода 28,5 миллионов рублей. Расходы по размещению граждан, находящихся на карантине, а также по размещению мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России 25 миллионов рублей. Питание, хозтовары, биотехнические услуги, санитарно-транспортные средства, горюче-смазочные материалы, мединвентарь, строительство помещений для установки инсератора для СЭС около 36,5 миллионов рублей. Из общих расходов на изложенные выше цели со счет средств резервного фонда президента Республики Абхазия было направлено 318 миллионов рублей. Президент подчеркнул, что государству удалось осуществить ремонтно-восстановительные работы в Гудаутской ЦРБ, в родильном отделении республиканской больницы, восстановить и оцифровать рентген-аппараты для Галской и Очимчирской ЦРБ, приобрести для районных служб здравоохранения автомобили скорой медицинской помощи, оборудование бесперебойного питания и аппараты ИВЛ. В настоящее время планируются ремонтно-восстановительные работы в специализированной психоневрологической больнице и строительство новой республиканской детской больницы. Система здравоохранения Республики Абхазия, к сожалению, еще не способна оказывать весь объем специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. В связи с этим Министерством здравоохранения реализуется целевая программа, направленная на обеспечение в необходимых случаях лечения наших граждан за пределами Республики Абхазия. Объем финансирования составляет более 75 миллионов рублей. В рамках этой программы на лечение за пределами Республики Абхазия направлено 224 гражданина Республики Абхазия.
Работа в данном направлении продолжается и в этом году. Глава государства поблагодарил всех медиков за труд и профессионализм, отметив их мужество и самоотверженность. Президент подчеркнул, что государству удалось принять меры и по социальной поддержке граждан. Так, в период с 2020 года по 1 июня 2022 за счет средств государственного бюджета на оказание адресной материальной помощи, оплату расходов на лечение граждан на территории за пределами Абхазии, оплату расходов на обучение, ликвидацию последствий стихийных бедствий и оказание материальной помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций направлено 803 миллиона рублей. В том числе на оплату расходов на обучение граждан Республики Абхазия 65 миллионов рублей, это коснулось 404 человека. Оплату расходов на лечение граждан на территории и за пределами Республики Абхазия почти 258 миллионов рублей. Поддержку получили 2449 человек. Оказание адресной материальной помощи более 170 миллионов рублей. Это коснулось 4195 человек. Оказание материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 108 миллионов рублей. Поддержку получили 784 человека при оцененном ущербе 297 миллионов рублей. Эта работа будет продолжаться. Источники финансирования – наш собственный государственный бюджет. Все это время также за счет средств республиканского бюджета финансируется 12 целевых государственных программ и мероприятий на общую сумму 464 миллиона рублей. Реализация программы «Жилище-2022» – 37 миллионов рублей. Обладателями обеспеченных финансированием сертификатов участника программы стали 47 человек, которым приобретено жилье. Реализацию мероприятий на поддержку электроэнергетики – 142 миллиона рублей. Реализацию мероприятий по созданию электронных баз данных для учетной и отчетной документации и создания ключевых кодов, классификаторов отраслей народного хозяйства и внешнеэкономической деятельности – 11 миллионов рублей. Реализацию программы развития сельского хозяйства в 2021 и 2022 годах уже выделено 118 миллионов рублей. В период с 2020 года по 1 июня 2022 на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан было направлено более 480 миллионов рублей. Получателями пособий являются 7982 семьи. Особой отраслью национальной экономики является сельское хозяйство, одно из наиболее рискованных направлений для инвестиций. В 2021 году впервые была принята ведомственная целевая программа развития сельского хозяйства, на реализацию которой выделено 100 миллионов рублей. На мероприятия по защите растений и приобретение оборудования для лабораторий ветеринарной службы направлено 22 миллиона. Президент затронул и тему энергетики, отметив, что проблемы в энергетической сфере долгие годы негативно влияют на развитие экономики, на качество жизни граждан. Уровень износа электросетевого хозяйства на сегодняшний день, по оценкам специалистов, составляет 80%. Такое положение не может обеспечить требуемую надежность электроснабжения потребителей и энергобезопасность страны в целом. Не менее важной проблемой является низкий уровень собираемости за потребленную электроэнергию. Это происходит ввиду недостаточного оснащения приборами учета электроэнергии. В 2022-2026 годах планируется реализация комплексной программы по закупке и установке приборов учета электроэнергии и программа реконструкции, модернизации и расширения объектов электросетевого хозяйства Абхазии. Аслан Бжания добавил, что в 2021 году им была утверждена государственная программа социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. Целью программы является достижение к 2025 году значительного увеличения объема ВВП, среднемесячной заработной платы, а также собственных доходов государственного бюджета. Аслан Бжания коснулся и вопросов внешней политики. Президент отметил, что основополагающее значение придается дальнейшему
дальнейшему развитию и укреплению абхазо-российского союзничества, установлению новых и расширению существующих международных контактов, проведению скоординированной внешней политики, созданию общего пространства обороны и безопасности, созданию условий для полноценного участия Абхазии в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, реализуемых по инициативе и при содействии Российской Федерации. Грузия активно наращивает военный потенциал, стремится стать составной частью НАТО. Регулярно проводятся совместные военные учения с Североатлантическим альянсом вблизи наших границ, как на суше, так и на море. Все это несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Абхазии. Союзничество и стратегическое партнерство с Российской Федерацией является главным сдерживающим фактором для потенциального агрессора и гарантом обеспечения оборонной безопасности Абхазии. Придаем особое значение взаимодействию с вооруженными силами Российской Федерации. Отдельные разделы послания посвящались положению дел в промышленности, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, энергетике. Шла речь о кадрах, инвестиционной политике, налоговой системе, цифровизации, реформе, правоохранительной системе, поддержке социально уязвимых семей и детей. Особое внимание было уделено вопросам реформирования системы и структуры государственного управления и совершенствования нормативно-правовой регламентации. В завершении Аслан Бжани отметил, что весь наработанный материал будет отправлен в парламент Абхазии. Заслушав послание президента, депутаты Народного собрания единогласно приняли постановление о принятии к сведению положений и выводов, содержащихся в послании президента. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анква провел рабочую встречу с министром по налогам и сборам Джансухом Нанба и министром туризма Тимуразом Кишба. Руководители министерств предоставили подробные разъяснения и уточнения по информации, озвученной ими на расширенном совещании у президента Абхазии Аслана Бжани, посвященном курортному сезону 2022, сообщается на сайте Кабинета министров. На встрече было отмечено, что начало курортного сезона характеризуется слабым потоком туристов, в связи с чем премьер-министр поручил сконцентрироваться на своевременности и полноте платежей в бюджет. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Кабмина. Отставание по выплатам абхазской пенсии сокращено с 1 месяца до 10 дней. Об этом доложил премьер-министру председатель Пенсионного фонда Денис Кулария. По сведениям Пенсионного фонда, на 10 июня пенсионные выплаты за май профинансированы в полном объеме. С 16 июня фонд начал финансировать пенсионные выплаты за этот месяц прежде всего инвалидам и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии, награжденным военными наградами пенсионерам, добровольцам, получателям пенсии. Денис Кулария также сообщил, что Пенсионный фонд планирует до конца 2022 года ежемесячно увеличивать поступление страховых взносов и за счет мобилизации просроченной задолженности. Большинство организаций, имеющих задолженность перед фондом, представили графики поэтапного его погашения. Александр Анква поручил руководителю фонда сосредоточиться на сокращении задолженности перед фондом и отставания по выплатам. Церемония награждения врачей и медсестер за самоотверженную борьбу с COVID-19 состоялась в республиканской больнице в Сухуми. Было вручено около 200 медалей и благодарственных писем от президента республики. На церемонии награждения присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чачава. Традиционно профессиональный праздник медицинского работника отмечают в 3 воскресенье июня. Мероприятие, состоявшееся в республиканской больнице Сухума, приурочено именно к этой торжественной дате – Дню медицинского работника. Награды медикам торжественно вручил министр здравоохранения Эдуард Будба. Огромное спасибо за ваш труд. Это тот период времени, когда вы находились в красных зонах наших стационаров ковидных, когда они находились с семьей. Долгое время разлуки, когда все силы были отданы для того, чтобы спасти жизни наших граждан, наших гостей, всех тех людей, которые попадали в стационары по ковиду. 2 года назад Абхазия, как и весь мир, столкнулась со страшной болезнью, тяжкая борьба с которой легла на плечи медицинского сообщества. Каждый день врачи и медперсонал, не жалея себя и не зная усталости, противостояли невидимому врагу на поле битвы, ведущейся за жизни людей.
Сложно переоценить невообразимый вклад абхазских медиков в спасение граждан и гостей республики. Пожалуй, невозможно даже подобрать слова благодарности, достаточно емкие и красноречивые, дабы выразить всю значимость их подвига. Хотелось бы выразить вам всем, дорогие друзья, глубокое признание и благодарность, потому что мы с вами пережили 2 непростых года. Мы знаем, как это все было, как было сложно, как было оставлять семьи, как было тяжело работать, как было тяжело встречать эту болезнь, когда не знаешь ее. И все мы это не смогли бы сделать без такой дружной и общей командой. За каждой спасенной жизнью в период пандемии скрывается неоценимый труд, самоотверженность и жертвенность медиков. Пандемия изменила жизни каждого из нас, но особенно наших врачей. Кутелия Оксана, посвятившая 20 лет профессии медработника, последние 2 года работала с ПЦР-тестами в лаборатории республиканской больницы. Говоря о тяжелом времени каждодневной войны с вирусом, она честно признается: было страшно и тяжело, но медики боролись, не покладая рук, на благо людей. Боролись, старались выполнять все свои обязанности, как могли. Не только я, и все остальные, все, кто как мог. Все помогали, никто себя не жалел. Было такое, что в день я могла брать анализы почти в количестве до 80 человек. Это было очень сложно, это было очень трудно. На торжественном награждении было вручено около 200 медалей и благодарственных писем от президента республики Аслана Бжаня. Среди награжденных – акушер-гинеколог Сухумского роддома Виктория Воробьева. В период пандемии Виктория участвовала в работе Гудаутского ковидного центра. Вспоминая дни, проведенные в госпитале, она рассказывает, что работать в красной зоне – это словно оказаться в новой реальности, в которой приходилось быстро и профессионально реагировать на вызовы времени. Люди нуждались и не только в специфическом терапевтическом лечении от новой коронавирусной инфекции, но и в уходе, в поддержке, в высказывании многих теплых слов для того, чтобы они собрались силами, помогали себе прежде всего и врачам в борьбе с этой инфекцией. Мы прошли особую войну. Войну с неизвестным агентом, с невидимым врагом. Но уже сегодня, когда ты получаешь грамоты, благодарности, медали, ты понимаешь, что ты делал свою работу. А наша работа как врачей – заботиться о жизни своих пациентов. Коронавирусная инфекция стала тяжелым испытанием и вызовом для всего человечества. Минувшие 2 года пандемии показали нам – супергерои ближе, чем казалось. Именно эти люди, медсестры и врачи, сотрудники больниц и водители скорых заслуживают звания героев нашего времени. Хоть сами они свой подвиг лишь скромно называют работой. Рада Чачава, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 16 июня вице-премьер-министр экономики Кристина Озган и вице-премьер-министр финансов Владимир Делба приняли участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Министр экономики Кристина Озган встретилась с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и руководителем Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктором Басаргиным. Обсуждалась ситуация на абхазо-российской границе ПСО, вызванная введенными российской стороной дополнительными требованиями к перевозчикам. А также состоялась встреча с председателем Комитета по внешним связям Олегом Коноваловым и первым заместителем председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егором Мещеряковым. Стороны обсудили возможные сроки подписания соглашения о сотрудничестве и перспективы участия абхазских представителей в Балтийском региональном инвестиционном форуме. Делегация Абхазии встретилась с коллегами из правительства Южной Осетии и председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым. Абхазские спасатели приступили к аварийно-спасательным работам в Луганской Народной Республике. Первым объектом стал стадион «Победа» в городе Стаханове, который был разрушен 9 июня в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. В тот день также были разрушены несколько частных домовладений и объекты гражданской инфраструктуры города. В результате обстрела погибли более 22 человек. 17 июня группа абхазских спасателей, в которую входят 15 сотрудников МЧС Абхазии, будут задействованы вместе со спасателями ЛНР на другом объекте. Напомним, что 13 июня колонна МЧС Абхазии во главе с министром генерал-лейтенантом Львом Квициния направилась в Луганскую Народную Республику. В состав колонны вошли спасатели, которые добровольно вызвались оказать помощь своим коллегам из ЛНР в решении текущих вопросов восстановления разрушенной военной инфраструктуры республики. Жителям Луганской Народной Республики также доставили 10 тонн гуманитарного груза, основную часть которого составляют продукты питания. Это
Это третий в текущем году гуманитарный конвой из Абхазии в ЛНР. В Верховном суде рассмотрена кассационная жалоба Валентины Роганян на решение Гагарского районного суда от 23 марта 2022 года. Ответчиком по заявлению выступает администрация Гагарского района и третье лицо без самостоятельных требований Мигран Карагазян. Речь идет о выдаче Миграну Карагазяну разрешения на надстройку одного этажа над одноэтажным жилым домом в Гагре по улице Барцец. По итогам заседания кассационная коллегия направила дело на пересмотр в Гагарский районный суд в ином составе судьи. Подробности в репортаже Сарии Кварасхелия. Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного суда Абхазии в составе председательствующего судьи Тимура Шония, судьи Мимозы Цушпа и Эсма Курсая с участием истца Валентины Роганян и ее представителей Армена Хачатуряна и адвоката Рамины Пасаня, а также представителей Миграна Карагазяна, адвоката Нона Ригвава, рассмотрела гражданское дело по кассационной жалобе Роганян на решение Гагарского районного суда от 6 ноября 2019 года о выдаче разрешения на надстройку над одноэтажным жилым домом в Гагре по улице Барцец. В жалобе Роганян просит решение Гагарского районного суда отменить и принять по делу новое решение. Следует отметить, что оспариваемые распоряжения администрации Гагарского района были грубо нарушены и ущемлены права истца. В частности, при выдаче указанного разрешения на строительство не было затребовано ее письменное согласие, нотариально заверенное. Были нарушены требования СНИП и норм технической эксплуатации, противопожарные требования, нормы инсоляции. Разрешение на строительство было выдано до полного и окончательного ответа Государственного управления Республики Абхазия по архитектуре и строительству. Всем этим обстоятельствам судом не была дана оценка. Следовательно, решение суда по данному делу является неполным, неясным, незаконным. Как утверждает Валентина Роганян, ее сосед Мигран Карагазян нарушил их земельные границы примерно на 80 сантиметров. Пока шли строительные работы, соседи то и дело без спроса заходили во двор к Валентине Роганян и с ее территории осуществляли работы. А на просьбы покинуть двор они не реагировали. Я буду здесь 10-20 этажей строить. Я говорю, вы строите, ну отойдите. Хоть 100 этажей стройте, но вы должны же отойти, правильно, от меня. Они еще и на мою сторону перешли. Я дополню, что мешает все практически. Ну, это глухая стена. Потом вот эти кондиционеры, которые выходят, они шумят бесконечно во время того, когда сейчас туристический сезон. Вот, и они просто шумят. Потом туалеты, окна выходят в нашу сторону, они граничат прям и выходят на наш земельный участок. И все, что происходит в этих туалетных комнатах, слышно у нас во дворе. То есть просто посидеть, выпить кофе мы не можем. Потому что все, что происходит, потом спускается по вот этой канализационной трубе. В свою очередь, адвокат Миграна Карагазяна Нона Риквава считает законным и обоснованным решение Гагарского районного суда. А доводы, изложенные в кассационной жалобе, адвокат не поддерживает. Главный архитектор и службы города Гагарского района подтвердили, что надстройка может быть в пределах существующей границы и выходить она может за границы на определенную площадь, если не нарушается площадь земельного участка. То есть и в этом отношении доводы истца не нашли своего подтверждения. Уважаемый суд, решение Гагарского районного суда считаю законным, обоснованным. Прошу оставить решение суда в силе, кассационную жалобу без удовлетворения. Заслушав обе стороны, судьи удалились для вынесения решения. Далее была оглашена резолютивная часть кассационного определения, согласно которой дело направлено на пересмотр в Гагарский районный суд в ином составе судей. Кассационная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Абхазия, руководствуясь пунктом 3 статьи 337 Гражданского процессуального кодекса Республики Абхазия, определила решение Гагарского районного суда от 22.03.2022 года по гражданскому делу номер 020060 отменить и дело направить на новое рассмотрение в Гагарский районный суд в ином составе судей. Основной довод — это то, что по делу не были проведены судебные исследования, то есть экспертизы не были назначены в соответствии с действующим законодательством. В отсутствии данных экспертных заключений, то есть дать оценку доводам сторон не представляется возможным. Абсолютно удовлетворен и благодарю, что в Верховном суде нас услышали и вынесли справедливое решение. Сария Кварасхелия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды.
По сообщению Гидрометцентра, в пятницу, 17 июня, на территории Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 15-20, днем 23-28 тепла. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а абхазское телевидение продолжает свою работу.